В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги Ярам Занабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Салам алейкум. Все избирательные участки Чеченской Республики полностью подготовлены к проведению голосования. В дни выборов будет открыт 521 избирательный участок. А в них обеспечены доступность для маломобильных граждан и приняты меры безопасности. Мадина Кураева лично убедилась в готовности. На избирательных участках региона все готово, чтобы провести выборы на высочайшем уровне. Процесс будет проходить у нас на данном участке, в этом помещении, это улыбки номер 500. Распределение там будет на 5 книг, поэтому 5 столов, 2 стационарных ящика. В президентском лицее Грозного завершены все предвыборные мероприятия. Здесь будет открыто 2 участка, номер 500 и 394. Список избирателей составлен, все условия для проведения голосования предоставлены. Есть свои границы участка, которые указаны вот в этом информационном стенде. От 394-го избирательного участка у них свои границы участка. Избирателей у нас на данный момент зарегистрированы в нашем участке 1427 человек. Тем, кто не сможет физически или по семейным обстоятельствам посетить участок, подготовлена специальная выездная бригада, которая приедет к избирателю прямо домой. По закону они имеют право прийти написать заявление или позвонить, дать устно голосовой СМС, чтобы пришли. И дали им возможность проголосовать. Тогда у нас 2 члена избирательной комиссии и там наблюдатели, если там 1 или 2, как они хотят, выезжают на место и с переносным ящиком, с заявлением его, с ведомостью выдачи, весь пакет документов, который прилагается в данной процедуре голосования вне помещения, у нас выезжают и дают возможность людям проголосовать. На участке 394 ожидается 1670 избирателей. Елизавета Давлетмурзаева – опытный и преданный председатель участка со стажем работы более 20 лет. В организации избирательного процесса, надлежащего хода голосования и контролем за соблюдением законодательства у нее все строго. Комиссия очень нормальная, послушная. Так что проблем никаких у нас нет. Мы с 15 числа, в 7 часов мы приходим на работу, приводим в порядок свой участок, и в 8:00 мы открываем участок. Объявляем, что участок 394 к выборам готов, и участок открыт. Выборы президента России стартуют 15 марта и продлятся до 17 числа. В этот период каждый сможет проявить свою гражданскую ответственность, тем самым повлиять на формирование будущего страны. Всего на территории Чеченской Республики в дни голосования свои двери для избирателей откроет 521 избирательный участок, в том числе 11 временно образованных. Мадина Кураева, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Состоялся открытый региональный турнир по интеллектуальной игре «Что, где, когда» на кубок «Навстречу выборам». Участие в нем приняли должностные лица. Состязание проходило среди 15 команд, в каждой из них по 6 человек. Участникам на обдумывание вопроса давалось 60 секунд. Всего знатокам было задано 24 вопроса, которые были разделены на 3 блока. Так как викторина была приурочена к предстоящим выборам, на мероприятии отмечалось о важности участия в этом политическом событии. В заключение первое место получила команда 13, второе – «Гласность», третье – «Права плюс». Победителям и призерам вручили кубок и грамоты. Сегодняшняя встреча, она очень знаменательна тем, что мы сейчас находимся в преддверии выборов президента Российской Федерации. И большая благодарность организаторам, что приурочили это мероприятие именно к этому событию. И как Хусейн справедливо отметил, предстоящие выборы – это основное, главное политическое событие 2024 года. Но это основное событие не только для нашей республики, не только для России. Вот с замиранием сердца, я вас уверяю, исход этих выборов ожидают и за ними наблюдает весь мир, все прогрессивное человечество, поскольку от результата этого выборов зависит судьба и самочувствие всего цивилизованного человечества.
Бойцы сводного отряда МВД по Чеченской Республике успешно выполняют поставленные задачи в зоне проведения СВО. В этом им помогают сотрудники батальона «Юг». Наши военные проявляют высокую профессиональную подготовку и эффективность. Лейла Муртазова поделится оперативной сводкой с передовой. В зоне проведения специальной военной операции находится сводный отряд МВД по Чеченской Республике, состоящий из сотрудников полиции, городских и районных отделов внутренних дел. Командир подразделения «Юг» батальона Муса Иблаев в беседе с сотрудниками напомнил о важности регулярно проводить инструктаж по технике безопасности. Отряд совместно с Юг-батальоном выполняет все поставленные боевые задачи на передовой. Действует слаженно и оперативно, перенимая друг у друга навыки эффективного ведения боя. С обеспечением у сотрудников проблем не имеются. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова всем необходимым их поддерживает. Üstü melgal hum aşlahtuştu, xulçdu, deşdu, tun sahum taygar tapırdım ötedi şumadas, ama alır instruksiyalar, yanах şey grafik oluşu dabbar habakar максимально хэр меры предосторожности и гумдух ва безопасность хэлэр. Кидадал хум шадиг должду беш тяхкайна до настрой дикаю. Ючимся, молчимся, ГСМ, техник, шады, ой, обеспечение. Ёлшил, ой, пачал, да, алаттушил. Министр, ой, с постоянной связи, усадет тешу. Полицейские на месте адаптировались, заняли ответственные позиции и несут свое боевое дежурство. Как шадо шалбеш, ну войти деш, та непривычный, да, новую мадат, шай, царгара опыт принятия бедоца, какие-то новым, да. Дух просто до того боевой, каждый иногда он валя, ша, он цавай тербош, да, он разовый штабеш, да, он беги бару еще один, он да, сводный отряд, ша, определенное количество би. حبالو يشاتر ده رسولتن ده دقوا أول ده لحت أول ومحك ده دقوا أول إز شو единственный МВД структуры Российской Федерации, а именно Чеченской Республики дозалдут, он да, он пач баняду из ده رسولتن شو بين يحكم هذا باندو شو حقي قاتشة ده رسولتن تون وين محك ده أمانو نسيم ده رسولتن عشان الفوند كويجا لعياله الفوند وتحلق وتعمل بيش ويشداد غلاوني ها ده غير عن جيلاني غير عن تحلق وتحطهم сложно شيايات да. Вместе с руководящим составом сотрудники ежедневно результативно продвигаются вперед и вносят свой посильный вклад в общую победу. Лейла Муртазова, Саид Амин Даут-Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете с 1 февраля начал свою работу Центр трудоустройства и карьеры. Он уже активно поддерживает студентов и выпускников в поиске работы и профессиональном развитии. Важные партнерские отношения уже установлены с ведущими региональными компаниями. Это обещает много перспектив для будущих специалистов. Наталья Депутатова выяснила все о работе данного подразделения вуза. Очень часто выпускники различных вузов сталкиваются с проблемой трудоустройства. В ГГНТУ имени академика Миллионщикова по инициативе ректора с февраля текущего года запустили в действие очень интересную программу по подготовке и трудоустройству кадров. Это была такая очень грандиозная идея ректора Магомеда Шаваловича. И, соответственно, с 1 февраля мы начали успешно функционировать. Начали совершать холодные звонки, то есть сами обзванивали работодателей. Был определенный входящий поток. Начали заключать соглашения, проходить собеседование. Вот у нас уже ребята проходят собеседование. В основном у нас акцент идет все-таки на студентов 4-5 курсов, которые учатся еще, потому что это та категория, которая еще не трудоустроена, которая еще думает о том, куда можно пойти, как можно трудоустроиться. То есть вот с этой категорией мы и работаем.
В Чеченской Республике именно в нефтяном университете одними из первых начали реализовывать долгосрочную программу, принятую правительством Российской Федерации еще 2 года назад, по содействию занятости молодежи. План ее реализации рассчитан до 2030 года. Центр трудоустройства и карьеры также подобрал себе подходящие кадры в числе студентов вуза. Учусь на специальности информационных технологий, системы связи и коммуникации. На 2-м курсе. Как только открылся Центр устройства и карьеры, тут была вакансия. Я первый человек, который сюда трудоустроился. Была вакансия, пришла на собеседование с Кузнецовой Ксенией. Ей понравилась моя активность, как я поняла, коммуникабельность, то, что я нахожу подход к каждому человеку, и она меня взяла на работу. Эта работа важна для меня, как для студентки, потому что я учусь и работаю. Представители руководящего состава из различных крупных компаний нашего региона приезжают в вуз для того, чтобы пообщаться со студентами, провести небольшие тесты и собеседования, чтобы выявить для себя перспективных сотрудников. Именно так уже сейчас, учась на 1-м курсе, получил работу на гидроэлектростанции в Итумкали Дени Ишидов. Меня позвали посмотреть просто. Естественно, меня это заинтересовало, так как я работу искал, в принципе, сути своей. И придя, я вижу, ребята 3-4 курса, и, наверное, немного знают. Мы просто отвечали на вопросы, которые нам задают, интересующие темы своего работодателя. И этот молодой человек не единственный. Компании заинтересованы в нахождении молодых специалистов, а студентам, будущим выпускникам, естественно, выгодно получить работу еще до окончания вуза и пройти практику по специальности на крупных предприятиях нашей республики. Ежегодно Чеченский государственный нефтяной университет имени академика Миллионщика выпускает более 2000 человек по разным специальностям. И как раз именно для того, чтобы не допустить отток специалистов из региона, создан и уже начал функционировать этот центр трудоустройства и карьеры. Наталья Депутатова, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Наши спортсмены показали хорошие результаты на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг-ги в возрастной категории 16-17 лет. Турнир прошел в Москве. Борцы забрали золотую, серебряную и бронзовую медали. Первое место занял спортсмен из Урус-Мартана Эмин Ахмадов и стал единственным, кто отобрался на первенство Европы, которое пройдет в Греции и Азербайджане. Тренировки аж законно подготовки аж подготовки, тяга. Первого не стеласа, альхамдулилlah. Соперник первенство СКФО России умеет законно результаты на бар еще. Сенёка первого не стеласа, альхамдулилlah. Тикчак валар, насколько важно алдича, ой нохчичур ой бештат алсам тикчак доллар. Ой нохчичуна яхкамбуи, уга халгасун сезалчо так тикчак вальчасуна яхкамбуи. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.